Что 6 октября прошлого года авиакомпания СТР, то есть как бы больше не совершает полеты. В чем причина? Можете объяснить? Причина в чиновниках, которые, значит, дали радиограмму остановить деятельность авиакомпании. Значит, господин Джабиров взял на себя такие полномочия, чтобы приостановить, но фактически он не имел полномочий для приостановки авиакомпании полетов. Это госслужба, которая имеется в Таджикистане, которая контролирует деятельность авиации, которая может приостановить свидетельство эксплуатанта, может аннулировать свидетельство эксплуатанта или продлить его. Значит, авиакомпания 27 августа продлила свидетельство эксплуатанта на год. Значит, мы их устраняли, но срок еще не подошел, значит, там на устранение замечаний было дано 3 месяца. Это август, сентябрь, октябрь. Значит, 29 октября мы должны были отчитаться по сделанным замечаниям и устранению этих замечаний. Но была команда по звонку кого-то, как нам говорят, чтобы приостановить деятельность компании. И господин Джабиров, значит, делает это, не госслужба делает, а господин Джабиров, который вообще-то, он занимается политикой на тот момент, и он не имел права это делать. Значит, и мы прекратили полеты. Значит, я впрягся сразу со всеми службами и со всеми чиновниками, чтобы разобраться в этом деле. Но здесь назначают одну комиссию, вторую комиссию, чтобы добиться результата, который сделал Джабиров, чтобы аннулировать свидетельство эксплуатанта. 4 числа декабря аннулировали свидетельство эксплуатанта. А какие основания у них? Ну, основания в основном, я скажу, любую компанию можно остановить, взять Таджик-Эйр, Самон-Эйр, сделать проверку, которая по указанию, чтобы закопать, как говорят у нас. Ну, взяли, закопали. Так у нас самолеты в хорошем состоянии, проводники в хорошем состоянии, летный состав укомплектованный был. Потом, значит, у нас конкуренция здесь. Мы конкуренции никакой не составляли. Мы летали с Кулеба, с Кургана, выполняли рейсы. 51 рейс мы выполняли. В месяц? В месяц. В неделю? Месяц. В месяц, да. Месяц. Биться до конца. Пока не восстановим деятельность компании. Так как у нас 2 февраля прошлого года была совершена авария самолета, виновные уже определились, это аэропорт Кулеб и аэронавигации приняли неграмотное решение, посадили самолет, и он потерпел аварию. Хорошо, что люди живые остались. А это ущерб, вот сейчас меня вызывают, вот заключение итого, это Airbus, значит, 8 миллионов долларов нанесен ущерб авиакомпании. Илья Сергеевич, вот возникает вот такой вопрос у меня. Вы говорите, что ну, как бы мы не конкуренты для Самон-Эйра и Таджик-Эйра, но вот цены на билеты, которые вы продавали, когда вы осуществляли полеты, были ну, относительно ниже, чем у ваших конкурентов. Вы не думаете, что все-таки вот этот момент не нравился вот компаниям-конкурентам вашим? Ну, вы знаете, мы с авиакомпаниями конкурировали, ну, возьмите Душанбе, возьмите Кулеб или Курган. Да, это есть большая разница по обслуживанию, по сервису, по всему. И мы делали маленькие скидки. Момент, вот цены на билеты, вот мы сравниваем с нашими соседями,
они очень дорогие у нас. Вот, например, авиаперелет из Москвы в Бишкек стоит 5900 рублей с чем-то. А вот тот же рейс, маршрут из Москвы до Душанбе стоит 20 тысяч рублей. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Вот наш рынок немножко монополизирован или как? Нет, в чем причина? Здесь другая причина. Здесь другая причина, так как себестоимость рейса с Таджикистана дороже. С чего это? Топливо. В Бишкеке 900 долларов, а здесь 1730, почти в 2 раза. Вот сейчас на данном моменте в каком состоянии находится СТР? Вот сколько сотрудников у вас, сколько самолетов? Сейчас все сотрудники в отпуске без содержания, только кто мне нужен, юрист, там кассир, бухгалтер и в летном отделе начальник штаба. Минимум я оставил, потому что у меня прихода нет, ничего нет, мне зарплату платить надо. Тем более меня в таком состоянии оставили, что кругом долги, которые я сейчас выкручиваюсь. Хорошо, у меня есть какие-то резервы, мы стараемся хоть по чуть-чуть все эти дырочки закрывать. А состояние компании нормальное. Мы, что у нас аннулировали свидетельство эксплуатанта, что это, мы все равно работу ведем по документации, обновление идет. Все мы готовы в любой момент начать работать.